Наверное, самое главное для тех людей, кто интересуется политикой, кто думает о будущем своей страны, размышляет о том, какая должна быть страна, каким путем она должна развиваться. Тема эта важная потому, что вот если посмотреть на альтернативы развития Казахстана, то они как раз и заключаются в парламентской или президентской форме правления. Все остальное это либо какие-то диктатуры, либо, может быть, монархии абсолютные, может быть, партийные диктатуры. Есть еще какие-то теологические государства, основанные на религии. Но все подобные формы правления, они уходят в прошлое. И если говорить о цивилизованном развитии нашей страны, о нашем вхождении в мировое сообщество, то мы можем говорить только в этих двух альтернативах. Ничего нового пока тоже не придумано, кроме президентской или парламентской формы правления. Ну, прежде всего, парламентские государства делятся, если вы знаете, на парламентские республики и конституционные монархии. Англия тоже считается парламентским государством, хотя формально она монархия. Вот. Во всех парламентских государствах, за исключением конституционных монархий, существуют президенты. Они по-разному избираются, но президенты там есть. Но практически во всех президентских государствах под тем или иным названием существует парламент. Нам надо понимать, какое государство мы считаем парламентским, какое президентским, если в большинстве из них существуют и президенты, и парламенты. Для того, чтобы понять, какое государство, нам нужно избрать какие-то критерии, по которым мы будем судить. Часто политики называют страну совсем не такой, представляют страну совсем не такой, какой она на самом деле является. Политикам тут верить нельзя. Критерий, в общем-то, он простой и сложный. Критерий заключается в том, какая ветвь власти, президент или парламент в данной стране доминирует. Вот когда государство в своей конституционной форме существует какой-то длительный промежуток времени, и население, и окружающие соседи получают ясное представление, кто в этой стране главный. То есть за кем окончательное решение. И те страны, в которых доминирует президент, принято считать президентскими странами. Те страны, в которых окончательное решение в случае каких-то спорных вопросов за парламентом считаются парламентскими странами. И проверяется это как раз на вот каких-то конфликтных ситуациях, когда президент и парламент имеют разную точку зрения по какому-либо вопросу. И вот кто из них имеет больше возможности провести свою точку зрения, та ветвь власти считается доминирующей. Вот в государственном устройстве нет ничего абсолютного. Конституции везде разные, нет одинаковых конституций. Если взять конституции президентских стран, сравнить между собой, между ними может быть больше разницы, чем между какой-то президентской и парламентской. Вот если взять точку отсчета президент, а тут парламент, да? Вот как бы принять это за крайности, допустим, в каком-то государстве, ну, абстрактно в этой точке вся власть принадлежит президенту, а в этой точке вся власть парламенту, то никогда, нигде не бывает в крайних точках. Всегда полномочия балансируют.
И балансировать они могут, скажем, в разные точки. Где-то может быть президентская здесь, где-то парламентская здесь. Вот если мы проведем, так сказать, какую-то границу. Поэтому президентскими мы называем страны, где полномочия сосредоточены в этой части. Вот даже вот если вот здесь, то это президентская страна. Допустим, устройство сделали таким образом, Конституцию написали, что вот здесь вот, ровно посередине, ни парламент, ни президент не могут доминировать. Что это означает? Такие случаи в истории бывали, и в нашей истории, и в истории Казахстана были. Когда вводили президентскую форму правления, у нас до этого конституции, доставшиеся в наследство от Советского Союза, они были парламентские, там вся власть была советом. И ввели, в большинстве бывших советских республик, ввели президентские формы правления. Президентов тоже наделили очень серьезными полномочиями. Еще тогда был в ходу лозунг «Сильный президент, сильный парламент». Что получилось в результате? И у тех, и у других огромные полномочия. Они начинают проводить реальную политику, и если у президента и у парламента есть разногласия, то непонятно, какое решение принять. Вот когда говорят о каком-то абстрактном парламентско-президентском государстве, если ни та сила не получает какой-то, не имеет каких-то юридических полномочий принять окончательное решение, то эта ситуация называется политическим кризисом. В развитых государствах политический кризис кончается новыми выборами, а в не очень развитых он кончается конституционным переворотом. Так было у нас, когда у нас распустили парламент дважды. Так было в России, когда там расстреляли парламент. И после этого случился конституционный переворот, когда Конституцию перекроили, где полномочия были уже однозначно закреплены за президентской ветвью власти. Поэтому вот с серединой надо быть поосторожнее. Это, кажется, какой-то вот идеальный, золотая середина. Вот середина не всегда бывает золотой. Критерий, собственно говоря, такой. Если в стране после каких-то конституционных реформ, когда вот сложилось такое именно государственное устройство, власть хотя бы раз перешла путем выборов к оппозиции, понимаете, не от одной партии к той же партии, не от президента там, к его дочери или к его преемнику, или к его секретарше, как это бывает в Аргентине, там к жене перешло. Вот если оппозиция путем выборов пришла к власти, то можно сказать, что в этой стране, в общем, с демократией все более-менее благополучно. Две страны как-то оказались, это должно всякого заинтересованного наблюдателя заинтересовать, чтобы разобраться с ними поподробнее. И поподробнее мы будем говорить сегодня о Франции и США, чтобы понять, вот как так вот президентская, демократическая вдруг оказалось вот два таких уникума. Начнем с легкого, с Франции. Значит, Францию называют Пятой Республикой, если вы знаете. Пятой Республикой называют, что в течение вот периода истории там были разные конституции и разные виды республик существовали. Последняя, пятая, возникла по инициативе генерала де Голля, известного в мире политика, который существенно увеличил полномочия президента и путем референдума в Конституцию Франции внесли изменения, когда там, значит, президент приобрел дополнительные полномочия. Там в Конституции Франции записано, что президент осуществляет внешнюю политику, руководит обороной
а также направляет работу правительства. Премьер-министра кандидатуру предлагает президент. Но при этом все-таки утверждает кандидатуру премьер-министра и состав правительства парламент. И во Франции возникла такая ситуация, не вполне стандартная для государственного устройства. Она возникала за всю историю трижды. Здесь уже, девушка, вы, по-моему, говорили, да? О Шираке. И возникала ситуация, когда президент представляет одну партию, а в парламенте большинство другой партии. А написано, что кандидатуру премьер-министра предлагает президент. Если он предложит свою кандидатуру, парламент не утвердит. Президент может распустить парламент, но не новый, не свежий. Через год он может распустить. А вот есть президент, прошли выборы, побеждает оппозиция, ему надо вносить кандидатуру премьер-министра, а парламент не утверждает. И никакой правового выхода в Конституции не предусмотрено. Парламент тоже не может президента отправить в отставку на основании того, что вот он не того премьер-министра предлагает. И вот французским политикам до сих пор из вот этой правовой коллизии удавалось выходить путем политического компромисса. То есть президент предлагал парламенту кандидатуру лидера оппозиции. И этот период, когда правительство находится парламентское большинство, а президент принадлежит как бы к другой партии, во Франции получил специальный термин, он называется сосуществование. Вот из-за того, что в Конституции не прописано, как быть в этом случае, они вот где-то там в кабинете договорились, как они будут разделять, вот, властвовать в этот период. И они в основном склоняются к тому, что президент по-прежнему занимается обороной, он представляет страну на внешней арене, а всю внутреннюю политику осуществляет парламент. Так вот, спрашивается, мы внесли Францию сюда. Францию все называют президентской республикой. Но можно ли назвать ее президентской, если президенту для осуществления своих полномочий обязательно нужна поддержка парламента? И если такой поддержки нету, то власть в стране, политику в стране осуществляет партии, получившие большинство в парламенте. То есть все зависит от того, какая ситуация в парламенте. И вот политологи не называют Францию президентской страной. Это термин журналистский штамп, если хотите. На самом деле Франция такая президентская, парламентская страна с очень сильными полномочиями президента. И там получается, что Франция президентская, когда у президента есть большинство в парламенте. И Франция парламентская, когда такого большинства нет. Давайте разберемся с Соединенными Штатами Америки. Вот я распечатал здесь на 2 листах. Это статья 2 Конституции США, которая касается полномочий президента. Она состоит из 3 разделов. Первый раздел посвящен выборам президента, а 2 и 3 полномочиям президента. Я вот когда двумя этими униками интересовался, я в первую очередь заглянул в Конституцию Соединенных Штатов. Какие же полномочия в этой уникальной стране у президента? Вот. Не буду вам полностью читать, как бы квинтэссенцию зачитаю. Президент является главнокомандующим армией и флота Соединенных Штатов. Он имеет право по совету и с согласия Сената заключать договоры при условии одобрения их 2/3 присутствующих сенаторов.
он назначает на должности по совету и с согласия Сената. Президент имеет право заполнить любые вакансии, которые могут открыться в период между сессией Сената, пока, значит, Сенат то есть, пока Сенат не работает, он может назначить на должность с последующим одобрением Сената. Президент дает по необходимости Конгрессу информацию о положении дел в Союзе, рекомендует к рассмотрению Конгресса такие меры, которые, по его суждению, необходимы и целесообразны. Он принимает послов и других официальных представителей. Он заботится о том, чтобы законы добросовестно исполнялись и удостоверяет в должности всех должностных лиц Соединенных Штатов. Вот одно такое экзотическое на наш слух полномочия у него. Он может затребовать в письменном виде от высших должностных лиц каждого из департаментов исполнительной власти мнение по любому вопросу, касающемуся их обязанностей по должности. При этом не сказано, что, может быть, вот это должностное лицо напишет в ответ: президент, не мешай мне работать. И вот полномочий снять министра у президента Соединенных Штатов в Конституции нет. И вот если посмотреть вот практику политическую, президент Соединенных Штатов не снимает с должности министров. Они подают в отставку. И президент принимает отставку этих должностных лиц. Вообще, конечно, когда смотришь, вот США, явно президентская страна, и читаешь полномочия, вот возникает какое-то недоумение. Как так? Никаких полномочий нету, и вдруг президентская страна. И чтобы вот разобраться в этой запутанной ситуации, надо, конечно, углубиться в историю создания Соединенных Штатов, как создавались Соединенные Штаты. Потому что все закладывалось именно там. Я вот вкратце, там своя интересная история, я вам вкратце вот обрисую в двух словах ситуацию. Штаты, когда они получили независимость, они все считали себя независимыми государствами. И, собственно говоря, все понимали, что союз им нужен для того, чтобы вот сохранить эту независимость, потому что каждый штат поодиночке, европейские империи потихоньку подгребут под себя. Но какого-то желания делиться еще полномочиями у них совсем не было. В то время как отцы-основатели, которые заботились о сильном и мощном государстве, они были настроены вот в значительной степени монархически. И всерьез рассматривали вопрос о том, чтобы сделать в США монархию, или Джорджа Вашингтона сделать монархом, или даже посылали послов в германские там королевства и княжества с тем, чтобы подыскать там в Европе лиц с королевской голубой кровью. Ну, в общем-то, они понимали, что реально штаты не утвердят такую конституцию, в которой полномочия этих штатов будут серьезно урезаны. И поэтому они конституцию писали вот такую расплывчатую, непонятную, обтекаемую, чтобы только пропихнуть, утвердить в законодательных собраниях штатов. И поэтому, собственно говоря, они наделили президента теми полномочиями, против каких штаты не возражали. То есть оборона и внешняя политика. Надо сказать, что этих ковбоев и плантаторов, которые заседали в законодательных органах штатов, они вообще не знали, какие там страны бывают. Вот их интересовал только мой бизнес, моя торговля, наша Америка. Остальное их не интересовало, поэтому они с удовольствием внешнюю политику отдали президенту. Так это и случилось. Вот в таком обтекаемом виде Конституцию утвердили. Но первым президентом был избран боевой генерал Джордж Вашингтон, который не хотел быть свадебным генералом. И, конечно, у него было свое представление о том, какие полномочия должны быть у президента. И он собирался не как английский король царствовать, а собирался реально
эти полномочия реализовывать. Поэтому он явочным порядком стал создавать всякие департаменты, ведомства, правительство, администрацию свою. Да, и поскольку у президента Вашингтона был огромный авторитет, ему особенно никто не возражал. Пока это не начинало вот входить в противоречие с какими-нибудь с интересами каких-нибудь конкретных штатов. Но при Вашингтоне все благополучно кончилось, и Вашингтон создал, вот в чем заключается гениальность этого человека, в том, что он сам добровольно ушел от власти, создав прецедент. Соединенные Штаты – это страна прецедентного права, так же, как и Англия. И поэтому у них важное значение имеет прецедент. Вот Джордж Вашингтон создал прецеденты, то есть создав какие-то правительственные органы, издавая какие-то указы и распоряжения. И создал прецедент тем, что через 2 срока ушел. Потом, когда возникали противоречия между следующими президентами и Конгрессом, между президентом и штатами, все решалось Верховным судом Соединенных Штатов, который решал, кто прав вот в той или иной какой-то непрописанной в Конституции коллизии. И надо сказать, что решал он в разное время по-разному. И вот эти полномочия в течение истории Соединенных Штатов перетекали. Когда-то говорили, что да, президент прав, когда-то говорили, нет, президент не прав, это должен решать Конгресс. Было по-разному, и вот эти президентские полномочия, они в конечном счете созданы, юридически существуют именно решениями Верховного суда, закрепившим за президентом те или иные вот его права. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах и очень сильный влиятельный Конгресс. Вообще, по большому счету, там менее известны министры, чем нежели какие-то важные сенаторы, председатели комитетов, которые, собственно говоря, и заправляют в большей части политикой. И как вот, тем не менее, при таком сильном Конгрессе, с такими сильными полномочиями, президенту удается доминировать в политике Соединенных Штатов? Все, опять же, заключено в той же Конституции. У президента, здесь уже об этом говорили, есть право вето. То есть Конгресс, опять рассматриваем конфликт. Президент, допустим, республиканец, Конгресс у большинства демократов, Конгресс принимает какой-то закон, который президента не устраивает. Конгресс принимает большинством голосов, президент накладывает вето. Чтобы преодолеть это вето, Конгрессу надо набрать 2/3. То есть уже не 50% плюс 1 голос, а 2/3. Допустим, возникает другая ситуация. Президенту при том, что Конгресс его не поддерживает, надо провести свое какое-то решение. Он вносит закон. Президенту, чтобы победить, надо всего лишь какую-то часть депутатов перетянуть на свою сторону. Там же 2 партии, и большинство всегда там, сказать, такое шаткое, там 55%. Вот. И ему надо какую-то часть депутатов склонить, голосовать за свой закон. При том, что там нет обязательного голосования, что депутаты голосуют так, как решила партия. Собственно говоря, поэтому самый многочисленный департамент в администрации президента Соединенных Штатов – это департамент по работе с Конгрессом. Вот это большая армия чиновников озабочена тем, чтобы найти какие-то подходы к депутатам. И, собственно говоря, доминирование президента Соединенных Штатов базируется на вот этом арифметическом большинстве. То есть, чтобы преодолеть президента, надо 2/3, а президент, чтобы победить, надо всего только 50%. Ну, такое государство есть. И вот когда мы говорим об альтернативах, да, то получается, что либо
строить демократию парламентскую, либо создать ее такую, как в Соединенных Штатах. А надо сказать, что вот в другом виде президентская форма правления не может быть достаточно демократичной, кроме той, которая существует в Соединенных Штатах. То есть, если переносить ее на какую-то другую почву, надо переносить все. И огромные полномочия штатов, и двухпартийную систему, потому что в трехпартийной системе это уже не работает. Избрать президента в трехпартийной системе в Соединенных Штатах невозможно. Ну, там выборщики, да, там получается, что если выборщики голосуют только за своего кандидата, должны голосовать только за своего кандидата, то никогда ни у кого не будет большинства. Вот когда две партии, это еще работает. Поэтому, если говорить о президентской демократии, да, в стране, то надо создавать вот именно такую искусственную структуру. Сами американцы говорят, что у нас уникальная структура, и нигде ее повторить нельзя. Но это понятно, потому что они создавались, когда демократии вообще нигде не было в мире. Вот республиканская форма правления, они делали все, так сказать, на первый раз. Вот получилось так. Поэтому лично для меня, конечно, очевидно, что реально никакой альтернативы парламентской республике нет. Конечно, у парламентской республики есть свои тараканы, да? Свои проблемы. Конечно, эта государственная структура, она менее устойчива. Поскольку случаются кризисы, коалиции распадаются, большинства никогда никого нету. Вот, надо искать компромисс, договариваться с политическими конкурентами. Ну а другой альтернативы нету. Вот просто нету. Другая альтернатива – это только диктатура. Если говорить о преимуществах и недостатках, о рисках, то надо, скажем, на чаше весов взвешивать, что мы имеем в том или ином случае. В случае президентского устройства мы реально имеем угрозу скатывания в авторитаризм и в свертывании демократических процедур. В случае парламентской есть угроза нестабильности, которая заключается в том, что происходят часто выборы. Вот такая альтернатива. Можно ли считать, что частые выборы – это такое вот кошмарное бедствие? Вот я не знаю. Я лично считаю, что ничего страшного в том, что народ часто ходит на избирательный участок, нету. Альтернатива, мне кажется, гораздо хуже.